Российский пропагандистский телеканал выпустил видеоролик о том, как бы жил Крым, если бы не началась оккупация. Russia Today в своем ролике утверждает, что если бы Крым оставался под властью Украины, тогда правый сектор побил бы всех русскоязычных, а Украина вместе с Грузией начала бы войну против России, используя крымчан. Главные герои агитационного ролика – дедушка и молодой человек, которые смотрят новости на российском канале. Во все крупные города введены войска. Россия заявила о невмешательстве в дела соседнего государства. В Симферополе в результате пожара в здании Дворца культуры профсоюзов погибло более 40 участников крымского антимайдана. Активисты скрывались там после столкновений со сторонниками Киева. В Крым прибыл очередной поезд с украинскими националистами. Боевики правого сектора патрулируют улицы и жестоко избивают любого говорящего по-русски. Каратели не останавливают ни пол, ни возраст. Сегодня ночью совместные силы Украины и Грузии начали военную операцию против Абхазии и Южной Осетии. Мэр Севастополя Михаил Саакашвили заявил, что вместе двум странам удастся добиться того, чего ему не удалось добиться в одиночку. На полуострове начался военный призыв. Крымчан отправляют воевать против России. Несогласных военные трибуналы приговаривают к тюремному заключению за дезертирство. Крымские ополченцы, отказавшиеся воевать на стороне украинской армии, вторую неделю удерживают позиции в районе аэропорта. Украинская армия пытается выбить их с помощью градов и артиллерии. Снаряды попадают в жилые дома.